Бисмилля. Хамдулилля. Салату вассаляму аля расулилля. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Первый раз на минбар вышел с телефоном. Без телефона никак. Дорогие братья, сегодня, пока есть время до азана, хочу выступить с одним предложением. И я надеюсь, что вы будете рады этому предложению. Альхамдулилля, у нас сегодня мечеть Алтан – это одна из самых больших, современных, красивых мечетей не только города Казани, да. Дай Аллах, еще у нас будет соборная мечеть, большая. И сегодня у нас только на джумга, если все залы заполняются, мы можем собрать, принять около 1200 человек, 1200 человек примерно можем принять. Альхамдулилля, месяц Рамадан. У нас некоторые таравихи, народу было больше, чем на джумга. У нас 3 парковки, очень мало мечетей могут похвастаться этим. Но, как вы помните, на Рамадан у нас было куча проблем с этими парковками, так как мест не хватает, заполняли и заправку, и мойки закрывали. Мы еще просили у вас, имамы, ставить, парковаться подальше, так ведь. Поэтому, альхамдулилля, народу много, от этого и проблем больше, но это радостные проблемы, которые нужно решать. И я надеюсь, что в будущем наша махалля, вот эта наша семья, она будет еще больше, еще дружнее. И, конечно же, вот это здание, прекрасное здание, эта красота, эти удобства, нужно все это содержать. И я уже не раз это повторял, с тазиком по рядам мы ходить не будем, иншаллах. Да? К сожалению, мы видим в некоторых мечетях во время джумга зеленый мусульманский тазик ходит по рядам. Я сам попадался как-то. Я помню, даже денег не было у меня, а тазик все не уходил и не уходил. Вот, поэтому так мы не будем, иншаллах, работать. Но есть у меня хорошее предложение. И это предложение я сначала начал с себя. Эта акция называется «Чашка кофе для любимой мечети». Вот сегодня многие знают тему кофе, особенно молодежь зависает в кофейнях. Да? Я иногда наблюдаю, как вечером в мечеть приходят группы братьев, сестер туда на учебу, и у многих кофе на руках. Они идут в кофейню и вот идут с кофе. Это как-то вот... альхамдулилля, раньше с пивом ходили по улицам, да? А мы мусульмане, тоже, но с кофе ходим. Чашка кофе стоит примерно 250 рублей в кофейне. И вот я призываю вас всех, давайте каждую пятницу, не каждый день. Многие пьют кофе каждый день. Я у одного брата спросил, я говорю, ты сколько кофе пьешь? 5 чашек, он сказал, в день. Вот. Поэтому без фанатизма я предлагаю вам пожертвовать каждый джумга, каждую пятницу чашку кофе для своей любимой мечети. Для своей любимой мечети. Это 250 рублей. Кому не жалко чашку кофе раз в неделю для своей мечети? Мне не жалко. Это не хутба, можете голосовать. Никого не записываем. Просто я хочу узнать, кому не жалко чашку кофе для своей мечети? Альхамдулилля. Джазакумуллах хайр. Я открыл приложение Сбер онлайн. У многих молодых и Тинькофф, и Сбер, и другие банки, они есть. В поисковике там есть лупа и строка. Я написал автоперевод. Выходит графа автопереводы. Туда
на строчке «Банковская карта» мы забиваем номер карты, официальной карты мечети. То есть мы специально заказали бизнес-карту, ну кто организации, знаете, кто в теме. То есть эта карта не моя, не чья-то личная карта, это официальная карта мечети. И все средства, чашки кофе поступают куда? На официальный счет мечети. К сожалению, есть один нюанс. Мы с банком вели переговоры, не смогли, банк нам не смог это решить. У вас выйдет не мечеть Алтан, а имя руководителя, Юсуф Ирикович. Вот эту проблему мы не смогли решить, потому что я хотел, чтобы люди были уверены, что это не Юсуфу куда-то на карту приходит. Хотя меня тоже на карту отправляют, иногда я просто страдаю, мучаю, я не знаю, куда деть. Это закатовские деньги. Я всегда братьев прошу, не отправляйте мне на карту, не нужно. Вот, к сожалению, выйдет Юсуф Ирикович, но это бизнес-карта называется, это официальный счет мечети Алтан. То есть, вот сбивайте эти цифры и пишите раз в неделю. Ну, у Тинькова тоже примерно так, раз в неделю, и начинаете с пятницы. Вот у нас получается следующий джумга. Это какое число? 11. Вы пишете 11 октября. И 11 октября в 9:00 дорогой Герман Греф, он автоматически берет с вашего счета 250 рублей, чашку кофе, и отправляет, альхамдулилля, мечети Алтан. Но, чтобы обновить ният, у садака ният должен быть. В четверг автоматически Герман Греф вам отправит сообщение, напоминание, что завтра вы пожертвуете чашку кофе для своей любимой мечети. Все, альхамдулилля. Вот Аллаху рахмат, все они за нас делают. Это самый простой метод. Альхамдулилля, каждая пятница 250 рублей. В месяц получается 1000. Мы находим 1000 человек, и это будет 1 000 000. Вот Ильта Кырся, это замечательное выражение у татар есть. Ильта Кырся кульбула. Если вся страна просто плюнет, образуется озеро. Поэтому 250 рублей, 4 чашки кофе в месяц. За то, что всегда мечеть была чистой, ковры были чистыми, эти ковры швабрами не моются. Мы регулярно делаем химчистку, но эту химчистку у нас некоторые братья просто оплачивают. Оплачивают, берут на себя. Тахаратные должны быть чистыми. Одноразовые салфетки, около 50 тысяч в месяц у нас уходит только на бумажные салфетки, потому что бумага дорогая. Чтобы после тахарата братья могли наслаждаться чистыми бумажными полотенцами, а не 52-й человек уже лицо вытирает на эти махровые полотенца. Да, нет такого, не должно быть. Поэтому, дорогие братья, впереди зима. Да, сегодня и без этих чашек мы справляемся. Но, и даже я уже вам говорил об этом, главный спонсор нашей мечети, он несколько раз предлагал, Юсуф Хазрат, давайте счета буду оплачивать. Я сказал, если мы имеем такую махаллю, такую семью, и будем каждый месяц у вас протягивать руку, ой, оплатите нам за газ, это, я говорю, мы уважать себя перестанем. Альхамдулилля, больше года мечеть работает, у него мы ни разу ни за газ, ни за электричество не платили, и сегодня у нас никаких долгов нет. Но, дорогие братья, это движение, которое мы должны создать, да, это наша махалля, это наше братство. И эта мечеть, она должна быть особенной. Я другой мечети не могу себе представить. Я сам мухтасиб Приволжского Вахитовского района, и мы постоянно встречаемся с хазратами. Я спрашиваю у хазратов, у тебя зарплата какая? Он говорит, 25 тысяч. Я им говорю, тему баракет я тоже изучал. Но, как Хазрат мне сказал, Хазрат зарплата шул хатлек эс, баракет хунырга да урын yok, говорит. Даже баракету некуда сесть, говорит, с небес.
25 тысяч. Сколько бы бараката у Хазрата не было, за 25 тысяч в Казани содержать семью, ну невозможно, это нереально. И поэтому хазраты просто сидят и ждут, многие, когда же кто-нибудь родится, когда же кто-нибудь решит создать семью, никах, когда кто-нибудь умрет. Ну, а куда деться? Но мы, умма, сами загоняем наших уважаемых хазратов в эти рамки. Поэтому у нас в мечети цель такая. Имамы должны получать достойные зарплаты. Я не про себя говорю, у нас много имамов, у нас устазы есть, у нас несколько десятков, сейчас не буду называть все цифры, несколько десятков устазов. Альхамдулилля, очень много вопросов иногда возникает, почему оплата за учебу, в исламе все бесплатно должно быть. 1000 рублей, за сколько занятий? Шейх выступает перед вами целый месяц, и человек 1000 рублей дает. Вы посмотрите, сколько у психологов. Один прием сколько стоит. У детей репетиторы сколько стоят. Поэтому моя цель, моя задача, чтобы все наши сотрудники, начиная от устазов, шейхов, да, продолжая нашими опайками, которые убираются, чистят, содержат. У нас за газоном братья следят. То есть хозяйство большое, и оно все больше и больше. У нас они должны получать достойные зарплаты. И иншаллах, нам лишнего не надо. Мы не собираемся тут банки за счет чашек кофе создавать. Будут деньги, пойдем дальше. Будем другие мечети под опеку брать. Кстати, вот эту чашку кофе вы можете предложить и своим мечетям. Своим. Вот кто-то на иртенге намаз куда-то ходит в свою мечеть, на джумга сюда, кто-то на ясту. 20 братьев, 30 братьев, 50 братьев собрались и по чашке кофе скинулись. Каждый джумга. Поэтому, дорогие братья, никто от этого не обеднеет, никто от этого не умрет. Это такая сумма, она смешная. 1000 рублей, вот недавно сказали, баранина уже на рынке стоит килограмм 1000 рублей. А когда нас много, вот он результат. Поэтому, еще раз, кто позже пришел, объявляю акцию. Я сам первый участник этой акции, сам подписался. У нас многие хазраты, бухгалтерии, все подписались. Да? Автоперевод. Каждый джумга 250 рублей. Чашка кофе уходит в любимой мечети. Нас собирается 1000, вот миллион. Мы закрываем все наши расходы. И идем дальше, дорогие братья. Идем дальше. Мечеть Алтан, он должен превратиться в комплекс Алтан. Вот, наверное, видите, мы уже объявляли об этом. Начали строить джиназахану. Альхамдулилля, братья, наши прихожане пришли, сказали, мы якорные инвесторы. Да, практически у нас вот идут, братья приходят на бухгалтерию, счета закрывают. У нас практически все, иншаллах, мы все закрываем. Иншаллах. Все, вот за 25-30 миллионов мы сейчас построим. Наша цель закрыться полностью окна до Нового года. Но, к сожалению, фасад, мокрый фасад вот этот, он такой же будет, как у мечети. Зимой не сделаешь. Поэтому мы будем ждать весны. Ну, может быть, на Курбан. Вместе решим. Может быть, до Курбана. Все, мы запускаем наш проект Мейтхана. Это будет лучший, не только самый красивый, это как отель будет. Когда вот человек придет, отца туда помыть, это не морг будет. Он должен радоваться, он должен утешать себя, что он вот с такого красивого места, когда вся умма джиназу почитала за него, он отправил к Аллаху, отца, мать, поэтому это будет очень... Проектанты долго работали над ним, альхамдулилля. Параллельно мы сейчас будем строить колодец. У нас будет 5 на 5 красивое с куполом здание, вот здесь архитекторы сейчас занимаются проектом. У нас будет колодец свой с чистой водой, горожане могут приезжать, набирать воду здесь, иншаллах. Сусадакасы. Все, вот уже техника приехала, может кто-то видел, да? Сегодня-завтра начнут этим работать. Параллельно мы хотим запустить вот на этой парковке маленький комплекс, магазин кулинарию, чтобы вот кто пришел в мечеть, он идет туда, колбаса, хлеб, молоко, все там, все там. Все, он вот сюда пришел в мечеть, все должно быть. Иншаллах, придет день, когда можем на джумга будем дуга делать, заправку выкупить,
Нам же дальше надо делать. Аллах милостивый. Аллах милостивый. Иншаллах. Поэтому, дорогие братья, мы идем дальше. Но вот это содержание этой мечети, оно не должно нас задерживать. Вот когда мы собрали сюда имамов всего района, 30 имамов сюда приехали, самый первый вопрос, имамы заходят в мечеть и говорят: вы как собираетесь содержать эту мечеть? Я говорю: братья, мы не должны содержать эту мечеть. Это умма наша будет содержать. Зачем мы строили эту мечеть, бабайлар, столько лет ходили по кабинетам, по этим, чтобы потом еще просить? Мы поэтому сами должны закрыть. И, иншаллах, еще другие мечети будем помогать. Это вот очень важно для нас, дорогие братья, чтобы мы, еще раз говорю, шли вперед дальше. Біздің уақытыбыз жоқ мында коверны ничек чистартырға ойлап отырға. Мы должны идти дальше. Поэтому первый, самый простой вариант, вот я сам выбрал этот вариант, онлайн-приложение банка, набираем в поисковике автоперевод, 250 рублей. Каждый джумга от тебя садаха. Четверг напоминает, чтобы ты обновил намерение. Второй вариант, мы в мечети, кто не может пользоваться онлайн-приложениями, у нас есть QR-код. Наверное, кто QR-кодом умеет пользоваться и приложением. Есть второй вариант, каждую пятницу приходит, наводит камеру, все, выходит официальный счет мечети, все идет туда. Это второй вариант. Третий вариант, все к вашим услугам, дорогие братья. Третий вариант, вот над ящиком садака, еще маленький ящик, экран, мы его называем между собой садакамат. Садакамат, да? Все, нажимаем сумму, ставим карту. Выбираем сумму, какую надо, ставим карту, и все, он снимает. Все идет на официальный счет мечети. И четвертый, уже дедовский метод, кому проще, наличкой. Вот там урна, каждые 2 недели или неделю, не помню, комиссия у нас открывает ящик, специальная комиссия, и сдает, бухгалтерия сдает банк. Вот поэтому все официально, все видите для нашей мечети, альхамдулилля. И дай Аллах, чтобы мы в будущем и свой фонд создали, Алтан, и, может быть, садик свой, мадресе свое будет, Алтан. Поэтому, дорогие братья, когда мы вместе, Аллах дает нам баракат. Поэтому я начал с себя, дорогие братья, и чтобы сам только не получать награду, предложил вам. Поэтому там на экране, там вот у нас экран есть большой, номера карт, вот все есть. Можете сфоткать, у нас попросить по WhatsApp. Еще мы в телеграм-канал, наверное, себе выставим. И это, еще раз говорю, это предложение всем мечетям. Все мечети, потому что и другие имамы нас слушают, они могут это сделать. И все, мы просто снимем этот больной, вечный вопрос, как нам содержать наши мечети. Все, бисмилля. Я с Армановского района, я могу там 250 рублей чашку кофе туда отправлять. Кто-то с Сабинского района, кто-то с Кукмара. Предлагайте, закрывайте. Не одну чашку, а 3 чашки будете отправлять. Кстати, я всем своим должникам также автопереводы отправляю. Кто мне деньги должен? У них же плохо все, они мне не могут дать долги. Я 30 рублей каждую неделю отправляю. Юсуф Хазрат вам садака дает. Вам же плохо там все. Вот, поэтому автоперевод, дорогие братья, все решает. Джазакум Аллаху хайран. Пусть Аллах даст баракат в наших начинаниях. Субханак Аллахума бихамдик, шаду алла иляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.